В Сочи, на федеральной территории Сириус, в масштабах поистине громадных, проходит Всемирный фестиваль молодежи. 20 тысяч участников. Из более чем 100 стран собрались на солнечном берегу Черного моря, чтобы познакомиться, обменяться опытом и подружиться. Делегация из Абхазии в составе более 100 человек, молодые, яркие, инициативные, талантливые, также принимают участие в этом поистине громадном фестивале. Нет, как утверждал философ Артур Шопенгауэр, на страницах лучших своих произведений лучшего утешения в старости, чем сознание того, что удалось всю силу молодости воплотить в творения, которые никогда не постареют. Например, в бесценный опыт, получение которого способно усовершенствовать не только личность человека, но и все общество. На Всемирном фестивале молодежи возможностей для получения подобного опыта было более чем достаточно. 850 мероприятий по самым разным темам и направлениям, от дискуссионных площадок с молодыми политиками до семинаров видных государственных деятелей, были доступны для посещения всех желающих. Интереснейшие лекции по самым актуальным темам, развитие IT, искусственного интеллекта, интерактивные игры сферы бизнеса и предпринимательства и, конечно же, развлекательные шоу, концерты, встречи с известными и именитыми представителями мира кино, культуры и театра. Весь спектр происходившего и все эмоции от увиденного сложно выразить словами. На самом деле очень сложно выбрать что-то самое интересное, потому что очень много классных мероприятий. Иногда они даже пересекаются и приходится вставать перед выбором. Но лично для меня таким вот из последних лекций, которые я посетила, это лекция Татьяны Черниговской. Вот там, где у нас была возможность также выступить, задать какой-то вопрос. Мы здесь сразу же познакомились с кавказскими делегациями и встретились для того, чтобы пообщаться. Мне кажется, что у нас не часто выдается такая возможность. Это было тоже одно из таких радостных эмоциональных событий. И то, за что лично я очень горжусь, это за активность нашей делегации, за то, что мы себя проявляем во всех мероприятиях и побеждаем, в том числе занимаем первые места. У нас очень сильная взаимоподдержка. Если мы знаем, что где-то выступает представитель абхазской нации, мы сразу идем туда с флагами и скандируем. Фестиваль супер. Я была участницей в 2017 году и могу сказать, что по масштабности, по содержанию этот фестиваль вообще не уступает. Здесь было множество интересных площадок, в том числе и сейчас они проходят. Нам удалось побывать как и с первыми лицами, встретиться Российской Федерации, так и пообщаться с ребятами из множества стран, узнавать, знают ли они, где находится Абхазия, и рассказать им о том, что это не Россия, это не другая страна, это независимая, маленькая, гордая республика, которая сегодня хочет рассказать о себе, о своей культуре, о своих танцах, традициях. И мы делаем все возможное, чтобы об Абхазии узнали как можно больше людей. Вчера мы побывали на дебатах, где рассказывали про искусственный интеллект, да, и там были такие спикеры, у которых невозможно чему-то новому не научиться. Это какие-то новые инсайды, это месседжи, которые сегодня у нас поступают отовсюду, и просто проанализировав их, ты можешь узнать столько много нового. Из мероприятий, которые проходили, старался посетить почти все, на которые успевал, и важно отметить одно из ключевых, которых, я считаю, произошло. Мне удалось сегодня попасть на мероприятие «Круглый стол по международному молодежному парламентаризму». На данном круглом столе было представлено около 30 стран. Это страны мирового уровня, в котором были представители не просто депутаты молодежных парламентов, а депутаты высших законодательных органов тех республик и стран, которые присутствовали на данном мероприятии. Там проходил круглый стол. К сожалению, мы поздно были уведомлены об этом. Спонтанно попали на это мероприятие, удалось добиться слова, и абхазское слово там прозвучало. Мы выступили с своим докладом. Лично я рассказал о происшествии, что происходит в Абхазии в рамках молодежного парламентаризма, то, что у нас назревают
создания молодежного парламента в республике. Мы рассказали о своих идеях, как мы это видим. И также очень важно, что стоит отметить, мы предложили создать Международную ассамблею молодежных парламентов. В первую очередь я хотел бы отметить мероприятия, связанные с информационными технологиями. Для меня, как специалиста в этой сфере, это очень интересно и познавательно слушать спикеров с многолетним опытом. И, конечно, параллельно всячески старались посещать мероприятия, посвященные непосредственно политике, посвященные праву. Здесь очень много также спикеров, которые представляют и другие страны в том числе. И, вы знаете, были высокопоставленные лица. Мы с удовольствием задавали вопросы, общались на самые разные темы с представителями других государств, активно заявляли о себе, слушали позицию других. Было отрадно видеть, как некоторые иностранцы нас узнают и узнают в хорошем смысле, в хорошем свете. Это очень полезная площадка для подобного рода встреч. И хотелось бы, чтобы мероприятия этого масштаба проходили чаще. Ой, впечатление, я могу сказать, неописуемое, потому что здесь, во-первых, территория просто огромная, и мои впечатления, они такие же огромные, как эта территория. Здесь можно фотографироваться в каждом уголке, это все очень неописуемо. Я очень рада, что я нахожусь здесь, это непередаваемые эмоции, я бы, наверное, ни на что бы не променяла вот такой опыт. Первое, что мне очень понравилось, это лекция с Милошем Биковичем, на которую я попала, она была сегодня. И я также могу сказать, что, возможно, сейчас вот исполнилась моя мечта, потому что я очень давно хотела увидеть его. И вот сейчас я реализовала свою мечту, поэтому спасибо. Я еще была на лекции Михаила Галустяна, я тоже очень давно хотела его увидеть. На площадке Всемирного фестиваля молодежи исполнялись мечты многих. Российское общество знания проводило марафон встреч, лекций и семинаров с известными, видными, а порой иностранными спикерами, экспертами в самых разных областях. Делегаты получили возможность послушать лекцию президента Сбербанка Германа Грефа о развитии информационных технологий и искусственного интеллекта. У модели возникает своя картинка мира. Конечно, нам критически не хватает мощностей, чтобы выйти на такое качество, но это вопрос времени, конечно. Посчастливилось участникам и услышать вживую невероятно артистичное и эмоциональное прочтение любимых стихов от известного российского актера Сергея Безрукова, который буквально с первых секунд на сцене покорил собравшихся не только невероятной харизмой, но и искренней открытостью каждому. За что ж? Ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы. За то, что в бездну повалили мы тяготеющий под царством мир, и нашей кровью искупили Европы, вольность, честь и мир. Вы грозны на словах, попробуйте на деле. Или старый богатырь, покойный на постели, не в силах завести свой измаильский штык. И русского царя уже бессильно слово, или нам с Европой спорить ново, или русский от победы отвык, или мало нас, или от Перми до Тавриды, от финских ладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля до стен недвижного Китая, стальной щетиною сверкая, не встанет русская земля. С делегатами поделилась самыми желанными секретами красоты итальянская киноактриса, икона западного кино, буквальная легенда 20 века Орнелла Мути, на встречу с которой в последние дни фестиваля собралась, кажется, добрая половина от 20 тысяч заявленных участников. В чем ваша формула стиля? Вот какие советы в этом плане? Да? Вот как выглядит так элегантно и да, как может быть всегда неотразимо? Ульяна Сергеенко, да, 10 лет. Уже 10 лет, как я одеваю русскую одежду от русской стилиста Ульяны Сергеенко. Perché poi tutti mi dicono, ma come? Tu vieni dall'Italia, gli stilisti italiani, è vero, sono bravissimi, io li amo, per carità, sono stata per 20 anni a Armani, ma c'è io in Uliana vedo questo modo di essere molto femminile, ma mai volgare. Конечно, итальянские стилисты, они как бы в топе, всех это думают, но я вижу, как у Ульяны такой манера быть женственной и... никогда не вульгарно. Никогда не вульгарно, да.
И, конечно же, участники провели интересную дискуссию о современной политике, роли России в мире и многом другом с пресс-секретарем президента Российской Федерации Дмитрием Песковым. Конкретно весь мир предпринимательства открыт для вас. Взаимодействие в сельском хозяйстве. Вы знаете, что животноводство очень развито в Монголии. И, конечно, и наши предприниматели к этому проявляют большой интерес. И просто торговля. Это все сейчас открыто. Поэтому ниш большое количество. Будьте предприимчивыми. Все яркие, невероятные события – лишь часть масштабной, по-настоящему содержательной программы, подготовленной для тысяч молодых, активных ребят, собравшихся ранней весной на берегу Черного моря. Представители делегаций 150 стран пообщались со звездой турецкого кинематографа Бураком Асчевитом и его российским коллегой Дмитрием Дюжевым, посетили лекцию заслуженного ученого России в области нейронауки Татьяны Черниговской, встретились с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, заместителем Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, главой Роскосмоса Юрием Борисовым и многими другими деятелями из самых разных сфер и областей. Я стараюсь мыслить глобально. И я все время люблю задавать этот вопрос. Вот сейчас так много молодежи из разных стран в этом зале. И здесь спрошу. Например, какой сериал вы хотели бы посмотреть? О любви или о чем? Вот. Как много ответов о любви, İlk konuşmaya başladığımız yerdeyiz. Ne dedim? Aşk çok önemli. Dünyanın her yerinde evrensel dedim. Şu an dedim ki hangi işi yapalım? Aşk diyorsunuz. Anlaşıldı, aşktan yürüyeceğiz. Я понял, что дальше мы сериалы должны снимать только про любовь. Но для человека, как известно, прежде всего важен человек. Возможность познакомиться с представителями других стран, порой крайне далеких от нашей республики, рассказать им о маленькой прекрасной Абхазии, узнать поближе культуру и традиции множества наций из всех уголков планеты. Этот неописуемо важный опыт действительно способен менять, преобразовывать и улучшать мир, а потому невероятно важен. Как рассказали участники абхазской делегации, многим иностранным делегатам было интересно узнавать про Абхазию, ее культуру и историю. Очень много стран представлено на данном фестивале. Удалось пообщаться с представителями и США, Италии, Испании и многих других стран, в том числе и стран Центральной Азии. Было приятно услышать от многих из них очень лестные отзывы о нашей стране, о нашем народе. Была замечательная встреча с представителями Италии, которые фактически при нас достали абхазский флаг. То есть, как оказалось, они хорошо знакомы с ребятами из нашей страны. На самом деле у иностранцев возникает очень много вопросов при знакомстве. Многие действительно не знают про Абхазию. И тут мы, конечно же, берем на себя роль народных дипломатов. И вообще в целом здесь то, что происходит здесь, это по сути народная дипломатия. И мы понимаем, насколько это важно. И смотря на всю эту ситуацию, на то, сколько разных людей здесь собралось, я прихожу к выводу о том, что мир может быть дружным в своем многонациональном обличии. Я заметил огромный интерес. Правда, не сразу люди узнавали, что такое Абхазия, и понимали, но когда ты им говоришь, откуда ты, начинаешь объяснять, у них вызывает огромный интерес, потому что, углубляясь в историю, видно то, что Абхазия одна из первых стран, которая столкнулась с двойными стандартами мирового сообщества. Конечно же, я встретила много людей, я многим людям рассказала про нашу страну. Были те, которые знали, что такое Абхазия, были те, которые сразу говорили: я знаю, что это очень классно, я там была, хочу еще там побывать. Касаемо иностранцев, например, из Франции, еще каких-то других стран, точно не могу сказать, некоторые не знали вообще, что такое Абхазия. Я им рассказывала, говорила, где она находится, что это за страна, про флаг немного рассказывала. И, конечно же, людям нравилось, интересно было. Иногда даже вот вместе с флагом и с иностранцами фотографировались, и это было очень круто. Всем интересно, где находится эта страна. Мы объясняем, что это так близко от Сочи, и все удивлены, и все хотят посетить, спрашивают, какие возможности посещения, нужна ли виза. Мы, пользуясь своим служебным положением, зная эту информацию, конечно, рассказываем, приглашаем их к нам, потому что наша страна, она уникальна, и нам есть что показать и рассказать.
Чтобы познакомить иностранцев с Абхазией и поведать о прекрасной Апсны как можно большему количеству людей, участники фестиваля не только отвечали на многочисленные вопросы делегатов из других стран, рассказывали о своей родине и везде появлялись в национальной одежде или же с государственной символикой. Сария Аргун привезла с собой на фестиваль специальные открытки с изображениями достопримечательностей республики. На обратной стороне текст и активный QR-код, перейдя по которому любой желающий мог поближе познакомиться с историей нашей Родины. Я сделала такие карточки, некоторые фотографии позаимствовала, получив на них разрешение. С обратной стороны находится активный QR-код, перейдя по которому человека переводит на документ, в котором собраны ссылки на абхазские сайты, где они могут узнать побольше о культуре, о традициях, в принципе, о народе и так далее. Также здесь текст на английском языке и название места на 2 языках. На площадке Всемирного фестиваля молодежи было немало побед выходцев из Абхазии, но самой громкой, пожалуй, стала победа профессионального боксера Харитона Агарба в бою с мексиканцем Хосе Мигелем Боррега. Бой продлился все 10 раундов. Харитон Агарба победил единогласным решением судей и завоевал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира Международной ассоциации бокса. Представители абхазской делегации, конечно же, не могли не поддержать соотечественника и заполнили зал не только подбадривающими криками, но и государственными флагами, не заметить которые было попросту невозможно. Хочу рассказать о боксерском матче, боксерском поединке, в котором принимал участие Харитон Агарба. Мы с большим удовольствием поздравили его, и в принципе это было крайне эмоционально наблюдать бой вживую. Он показал себя более чем достойно, по-настоящему гордимся. Это один из, опять-таки, тех же аспектов, тех же важных моментов, о которых мы говорим, почему мы должны посещать, потому что на подобных площадках выступают наши ребята, и мы должны обязательно их поддерживать. Одна из главных целей Всемирного фестиваля молодежи, объединившего участников из более чем 150 стран, – дружба во всеобщем и, пожалуй, несколько даже идеалистическом смысле. Надо признать, что эта высокая цель была достигнута в полной мере, и в том числе абхазской делегацией, которая в честь праздника города Казань, являющегося городом-побратимом Сухума, была приглашена на праздничный концерт. Яркая национальная культура, зажигательная музыка и танцы, интересные конкурсы и даже подарки. За 2 часа концерта все желающие могли окунуться в колорит татарской культуры и самобытность одного из красивейших городов России. В знак признательности за приглашение на празднование участники из Абхазии также преподнесли казанской делегации подарок с национальным характером. Национальные танцы стали важной частью фестиваля для абхазских делегатов. Вечером, когда все важные мероприятия, лекции и встречи были позади, именно зажигательные национальные танцы объединили кавказские делегации.
Представители горских народов, молодые ребята, объединенные общей историей, культурой, братством и дружбой. Делегаты из Абхазии, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и других кавказских республик не только общались, делились впечатлениями от фестиваля, но и завораживали захватывающими дух традиционными танцами. Всемирный фестиваль молодежи – поистине уникальное событие, объединившее тысячи неравнодушных, активных молодых людей, открытых всему новому и разделяющих главные общечеловеческие ценности. Столь глобальное мероприятие – исключительная возможность, и участие Абхазии в подобных масштабных событиях не только полезно, но и по-настоящему необходимо. Это уникальная возможность, потому что здесь основной ресурс человека – это другой человек. Он может тебе рассказать такие вещи, о которых ты никогда не докопаешься в книгах, ты не будешь лазить в интернете и искать эту информацию. Ты можешь просто познакомиться и узнать о другой стране, о другом регионе России. Ну, вообще, это уникально, и я считаю, что участие в таких мероприятиях, помимо того, что делает тебя образованнее, расширяет твой кругозор, ты еще заряжаешься, тебе хочется творить. Вот сегодня, приехав в Абхазию, хочется, чтобы наша молодежная политика выросла, и мы смогли проводить такого уровня мероприятия у нас в Абхазии. На самом деле фестиваль – это прекрасная возможность познакомиться как можно с большим количеством делегаций, в том числе и иностранных, рассказать об Абхазии, познакомить людей с нами и доносить правдивую, достоверную информацию. В связи с тем, что международное сообщество не признает Абхазию всецело, мы должны максимально активно принимать участие в любых международных мероприятиях. Будь это любое спортивное мероприятие, даже если это кажется какого-то низкого уровня мероприятия. Очень важно на народном, простом, низшем таком уровне доносить свою правду. Доносить свою правду искренне, понимая то, что есть какие-то политические моменты, которые вызывают эту всю сложность с признанием. Однако на народном уровне мы можем доносить правду. Мы – это молодежь, а, как говорится, молодежь – это будущее. И мне кажется, с самых малых лет, если мы об этом говорим, нужно прививать к человеку любовь, уважение друг к другу и просто развитие. Для меня это колоссальное развитие, и мне кажется, это поменяет колоссально мою жизнь. И я считаю, конечно, нужно принимать участие во всех таких культурных мероприятиях. Это все очень помогает развиваться в дальнейшем. Наша делегация, порядка 100 человек, это представители молодежные из самых разных сфер. Для нас очень важно говорить о себе, рассказывать о своей культуре, о своей стране, показать и остальным странам, и их представителям, что Абхазия – это суверенное государство, которое может и должно принимать участие в подобного рода мероприятиях. Мы и наши представители активно участвуем в беседах, активно задаем вопросы спикерам. Мы регулярно испытываем на себе политику двойных стандартов. И, соответственно, подобного рода площадка с участниками 20 тысяч человек – это замечательная платформа для того, чтобы заявить о себе. Формированием списков участников организации и сопровождением делегаций из Абхазии занимался Государственный комитет по делам молодежи и спорту во главе с председателем Таращем Хагба. Как рассказал Идрис Караасман Аглы, начальник молодежного отдела Госкомитета, абхазская делегация ярко и исключительно положительно проявила себя в рамках фестиваля. Наша делегация проявила себя с очень хорошей стороны. Хочу
поблагодарить участников наших, всех делегатов. Не меньше действий были проделаны, чем до фестиваля. То есть там продолжалась та же напряженная работа с нашими молодыми людьми. Это бесконечные встречи, переговоры. На мой взгляд, очень хорошо все прошло. Завершился фестиваль масштабной церемонией закрытия, на которой выступил и президент принимающей страны Владимир Путин. Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть и партнеров для будущих ваших проектов. Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей. Я хочу, чтобы вы знали, у вас вся Россия теперь ваш друг. Один из лозунгов сегодняшнего фестиваля «Начинаем будущее вместе». One of the mottos of this festival is "Let's start our future together." Будем считать, что будущее началось. So let's consider that the future has already started. Но каким оно будет, зависит от вас. But it's up to you what it will look like. А после, несмотря на дождь, неожиданно начавшийся в Сочи, тысячи человек танцевали, пели и веселились на прощальном концерте. Для участников фестиваля выступили многие звезды российской эстрады. Всемирный фестиваль молодежи поистине масштабен, и перечислить все, что произошло в рамках столь глобального события, попросту невозможно. Но одно ясно совершенно точно. Если тысячи человек разных национальностей, вероисповеданий, культур и традиций нашли друзей, единомышленников и товарищей на Черноморском берегу, объединенные фестивалем, значит, вопреки всем сложностям, существующим в мире, существует все-таки единый для всех, понятный каждому язык – дружба. И это невероятно важно. Абзера, Шумас, Апсен. Thank you. Рада Чачава, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.